История древних государств Уйгурского края. Государство Чеши в Турфанском оазисе. Древнее Уйгурское царство Чеши под влиянием двух мощных держав, Хан и Хунны, частично переселилось к северу от Чиншаня. Они сохранили кочевой образ жизни, следуя за водой и пастбищами. Хотя при отделении от Южного Чеши они составляли меньшинство, при поддержке Хунны, в конечном итоге, они стали лидером среди 6 уйгурских государств Турфана и заменили государство Пула, став гегемоном в районе Восточного Чиншаня. Однако, когда же и куда в итоге исчезло это древнее уйгурское государство Северной Чеши, которое так и не было полностью и окончательно покорено ни Хунны, ни Хан. Согласно 96-му свитку хроники Хан-Шу, столица государства Северного Чеши, Утугу, находилась в более 4000 километров от ханской столицы Чиньян и насчитывала более 500 дворов, почти 5000 человек населения и могла выставить 2000 воинов. Были должности: титулованный князь, левый и правый генерал, левый и правый комендант, старейшина, начальник почтовой станции. На юго-запад до резиденции наместника более 600 километров. Северная Чеши, как и Хунны, изначально не имела постоянных укрепленных городов-крепостей. Согласно хроникам Вэйлюэ, Сижунь-Жуань, если идти на запад от Цитай, попадаешь в государство Восточной Цзимэй, Западной Цзимэй, Дэнхуан, Билу, Була, Утан. Все они подчинялись хоробу правителю Чеши. Правитель управлял из города Юйлай-Шаха, который охранял князь из царского дома. Это свидетельствует о том, что по мере того, как ханские войска прекратили экспансию к северу от Чиншаня, Чеши-Хоробу, полностью отделившись от южного управления Чеши, усилила политическое объединение на северном пути Чиншаня. Все уйгурские государства к северу также вошли в состав Чеши-Хоробу, которая всю объединила восточную часть северного Чиншаня, то есть территорию современных уездов Баркал и в уйгурской автономии. Режим царя династии Вэй даровал ему почетный титул генерал-губернатора в знак его верховенства над западным уйгурским краем. Затем он перенес столицу из Утугу в Юйлай-Шаха, который находился на территории современного уезда Чима уйгурской автономии. Там сохранились руины 3 древних уйгурских городов. Все они имеют утрамбованную земляную конструкцию. Согласно хроникам, начиная с 3 века нашей эры, ханские войска отступили и держали оборону на южном пути Чиншаня, в районах Турфана. Города на севере были к тому времени полностью независимы. Это создало удобные условия для государства Чеши, которое предпочитало жить в городах. Столица правителя Чеши Хоробу 3 века нашей эры, Юйлай-Шаха, была местом управления, основанным еще во времена императора Уйджи. Так, государство Северной Чеши начало обладать постоянной крепостью ставки. Начиная со 2 века нашей эры, северные Хунны подвергались ударам со стороны ханских войск и постепенно начала откачевывать на запад. После упадка Хунны, Синьби быстро заняла доминирующее положение на степных просторах, которое ранее принадлежало Хунне. В период правления императора Хуанди династии Восточная Хань, вторая половина 2 века нашей эры, синьбийский вождь Тэншихуай стал главой союза степных племен, разделенного на восточную, центральную и западную части. Западные Синьбэй проживали на территории к западу от Юбэйпана вплоть до Дунхуана и Усуна. Хроники свидетельствуют, что Тэншихуай многократно лично возглавлял войска в походах, нападал на Усунь, продвигался и занимал земли прежних Хунны. Так, силы Синьби проникли на северный путь Чиншаня и дошли до Усуни в бассейне реки Илодарья. С этого времени, с конца 2 века нашей эры, название Чеши-Хоробу начинает исчезать со страниц хроник, в то время как записи о набегах Синьби и походах против них становятся все более частыми. В то время западные Синьби проживали как раз на территории к северу от Турфана и к западу от Ивы, на землях, которые исторически были кочевьями Чеши-Хоробу. Предводитель Синьби носил имя Алота, которое совпадает с именем правителя Чеши-Хоробу во времена династии Восточная Хань в 153 году нашей эры. Это имя явно отличается от традиционных имен Синьби. На этом основании можно сделать вывод. Чеши-Хоробу примерно в 256 году нашей эры подверглась ударам со стороны поднимающихся Синьби и в итоге было поглощено имя. К 275 году нашей эры они уже как племя Синьби совершали набеги на северные границы. После того, как влияние Синьби в западном крае ослабло,
Они последовательно подчинялись южанам и уйгурам, и в конечном итоге перешли на уйгурский язык, превратившись в уйгурское племя Чеши. Оглядываясь на историю древних уйгурских государств Чеши, которые под влиянием мощных внешних сил разделились на две части – Алди и Арка. Этот цветок, впервые распустившийся в Турфанской впадине, позже объединились с другими древними уйгурскими государствами и дали старт новой уйгурской государственности. После прихода уйгуров Хайхе уйгурского каганата это был конечный удел всех древних государств западного уйгурского края.